Товарищ сержант, дайте, пожалуйста, сюда. Но законных оснований для ограничения доступа на эту территорию не имеется. Я вас официально прошу пресечь продолжающееся правонарушение со стороны сотрудников охраны. Ну, а почему начальнику их не задали? Подождите. Мы им задавали вопрос, они сочли, что вопросы исчерпаны и ушли. И от вас требуется пресечь продолжающееся правонарушение в виде незаконного ограничения доступа на территорию, находящуюся в государственной собственности. На основании какого закона ограничено право доступа сюда? Ну, видите, что это капитальные постройки, они всяко не могут... Если бы это были капитальные постройки, то у них нужно разрешение на строительство. Ну, разрешение. Они кем подписываются? Всякими депутатами, правильно? Нет. Как нет? Нет. Да. Стройнадзор подписывает разрешение на строительство вообще-то. Своим бездействием вы не исполняете... Товарищ подполковник, Примите, пожалуйста, меры по незаконному прекращению доступа. Пойдемте пообщаемся. Пойдем. Давайте здесь пообщаемся. А что, давайте здесь пообщаемся. Лена, вы напишите. Документов сотрудников частного охранного предприятия ни на установку забора, ни на установку бытового городка, ни договоров аренды земельного участка, ни документов на установление пропускного режима, никаких бы то ни было иных документов, подтверждающих законность их там нахождения и ограничение допуска граждан на земельный участок, не предъявлено. Я вас понял, соответственно, мы со своей стороны документы у них спросим. Пойдемте. Я говорю, спросим. Сейчас мы с вами, наверное, еще напишем объяснение, да, по этому поводу или нет? Вы считаете, что... Ну, вы можете записать с моих слов, если очень хочется. Когда мы пытались пройти на их территорию, которую они незаконно огородили, они нам воспрепятствовали этому. Мы попросили у них документы, на основании которых они нас не пускают на эту территорию Российской Федерации, да? Нас, граждан Российской Федерации. Они говорят, что у них такие документы есть, но предоставить они их могут только по запросу. Запрос я ему представил, он мне расписался в получении, обещал в течение часа документы предоставить. Вот сейчас приходит и говорит, что документов нет. Делать официальный запрос. Так я вам дал официальный запрос. Но этот запрос не устроил. То есть должен быть официальный запрос не от руки, написанный на коленке, да? Что значит на коленке? Я депутат Мосгордумы. Можно меня не снимать, пожалуйста? Удостоверение. Я понимаю. Моя подпись. Какой на коленке? Я вот вам озвучил то, что мне передали на руководство. Игорь Ильич, то есть вы обещали дать ответ на запрос, и его не дали? Правильно? Получается, что вот не дал. То есть, в принципе, если кто-то из граждан, из физических лиц подозревает их, например, в каких-то противоправных действиях, он может обратиться в полицию с требованием проверки документов. Например, в рамках закона о террористической безопасности. Да? Я вас прошу принять от меня заявление, чтобы проверить документы, потому что он чуть похож на, извиняюсь, лицо, обвиняющееся в терроризме. Пойдемте. Пойдемте. Вы можете зафиксировать, что этот человек как-то не ушел. Давайте будем тактичны. На основании Вы можете заявления его он имеет право. сфотографировать хотя бы? Когда мы к ним подошли, в связи с наличием нашивок частной охранной организации потребовали предъявить карточку охранника, они сказали, что они не находятся при исполнении служебных обязанностей. Стороночку я с гражданами отойду, чтобы не вызывать публичность. Так а заявитель-то откуда будет знать, проверили вы или нет? Ну, значит, такое доверие. Пожалуйста, доставляйте граждан в масках в отдел полиции. Да, почему нет? Пойдем. Так с ними. вместе. Давайте мы все. Надо всех. Вы тоже Исходя из личных карточек этих охранников, которые здесь находятся, мы увидели, что ЧОП «Гарант безопасности» им выдавалось разрешение со стороны Зеленоградского отделения Росгвардии. Что это значит Зеленоград? Это Москва. Мы депутаты Мосгордумы, поэтому, соответственно, мы, естественно, будем требовать проверок в отношении данной организации. И в той мере, в которой от нас это зависит, возьмем на контроль.